ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 15 и 16 сентября МФК Ухта сыграл дерби с сыктывкарской новой генерацией. Принципиальное противостояние двух соседей развернулось в рамках третьего тура Суперлиги. В субботу во время первого матча игра в целом строилась равная, однако «Фортуна» была на стороне хозяев. Некоторый общий тон матча назвали «Ухта забила свое, а Сыктывкар нет». На следующий день, в воскресенье, ситуация изменилась. Сегодня уже была история по сегодняшней игре. Игра простая, кто меньше привозит у своих ворот, тот и рассчитывает на положительный результат. У нас перед своими воротами было много ошибок, но генерация более заряжена была и реализовала эти моменты. Действительно, как отмечает тренерский состав гостей, план на игру в целом не изменился, и после поражения первого матча каких-либо особых бесед в гостинице не проводилось. Но, как бы там ни было, новая генерация оторвалась по забитым мячам. В стремлении ее догнать Ухта шла вперед, рискуя, дабы сравнять счет. Можно сходиться во мнении, что у хозяев были тактические просчеты, или же ссылаться на иные причины. По игре было видно, Сыктывкар во втором матче был более агрессивен. То настрой, то желание, с каким мы играли первый тайм. Очень приятно и, честно говоря, я надеюсь, что ребята сами ощутили, что такое играть от ножа, играть с первых минут собрано, концентрированно. На пресс-конференции хозяева извинились перед болельщиками за то, что дали в первом матче надежду, а во втором так ее подкосили. Главный тренер МФК Ухта Алексей Степанов и вовсе резко назвал это позором и добавил, что придется долго отмываться от такого результата. Счет по матчам третьего тура между Ухтой и новой генерацией 1-1. Четвертый тур МФК Ухта сыграет 5 и 6 октября с Норильским Никелем.